права и свободы туркменских граждан. Юлия Серебряник. Спасибо за предоставленное слово. Туркменистан – это традиционно патриархальная страна, не уважающая и не соблюдающая права женщин. Несмотря на статус нейтралитета, в стране наблюдается явное двоевластие. Бывший президент Курбанкули Бердымухамедов передал власть своему сыну Сердару Бердымухамедову, сам заняв должность председателя Халк-Маслихаты, что фактически делает его председателем парламента. Таким образом, страна остается под контролем одной семьи, скрываясь за фасадом нейтрального статуса и под прикрытием международного сообщества. Женщины Туркменистана используются как инструмент для демонстрации иллюзий счастья и радости перед международными организациями. Это проявляется в назначении женщин на государственные должности, где они не имеют реальной власти, а также в их участии на избирательных участках и различных государственных мероприятиях. На этих мероприятиях работники бюджетных организаций обязаны выражать свою поддержку как бывшему, так и действующему президентам, их семье и родственникам. Женщины и маленькие девочки часто выступают в роли приветствующих на мероприятиях, начиная от избирательных участков и заканчивая всеми встречами, которые проводят Курбанкули и Сердар Бердымухамедовы, включая открытие бесчисленного количества новых зданий и пустующих городов. С тех пор, как к власти пришел Курбанкули Бердымухамедов, а затем его сын, Туркменистан столкнулся с увеличением бедности. В стране отсутствуют государственные социальные лифты для малообеспеченных женщин и детей. Многие из них вынуждены искать еду в мусорных баках. Дети с раннего возраста задействованы в трудовой деятельности, помогая своим матерям. Женщины, не находя работу, зачастую вынуждены заниматься проституцией. Нередко наступает беременность, но мужчины не всегда способны или готовы обеспечивать этих женщин и их детей, что оставляет их полностью беззащитными. Медицинская помощь для неработающих женщин и детей также является большой проблемой, поскольку правительство не предоставляет поддержку этой уязвимой группе. Страховая медицина в стране платная, и многие женщины не в состоянии оплачивать страховку для себя и своих детей. Власти не предпринимают шагов для улучшения положения этих женщин и детей, оставляя их без необходимой поддержки и помощи. Рекомендации. Необходимо внести изменения в закон о бирже труда, предусматривая, что люди, не имеющие работы, должны получать бесплатную медицинскую помощь. Также они должны иметь обеспеченное место жительства и государственные пособия, покрывающие основные жизненные потребности и пропитание. Эти меры помогут обеспечить основной уровень социальной защиты для безработных граждан, облегчая их жизненное положение и улучшая общее благосостояние населения. Спасибо за внимание.